Привет, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить кулич, так как у нас приближается Пасха. И вот решила испечь бездрожжевое такое тесто будет сегодня. Вот, значит, у меня здесь творожный кулич будет из творога. Ну, творог у меня разный, так как не было. Вот, надо было бы, конечно, такой сухой творог, но не оказалось. Только вот один нашла, и пришлось еще добавить такой зернистый творог. Сахар 160 грамм взяла, муки 300 грамм. Так, масло растительное 80 грамм. Так, разрыхлитель у меня здесь 2 чайные ложки положила. Так, изюм 100 грамм. И здесь по щепотку я взяла, значит, соль, соду, куркуму, ваниль и кардамон. Все по щепотке взяла. И главное забыла яйца. Сейчас я вытащу яйца из холодильника, так как когда взбиваем, яйца должны быть холодными. Ну, поздороваюсь, друзья, и я. Да, сегодня у нас кулич. В преддверии Пасхи печем кулич. Вот. Маша сейчас быстренько расправится с яйцами. Ну, вкратце показали, сколько там в граммах, я не знаю, даже Маша вроде бы сказала, сколько всего в граммах. И еще раз под описание, конечно же, постараюсь написать. Вот. И я немножко, друзья, поснимаю. Что будет в тесте, уже показали. И вот какой порядок, немножко поснимаю. И каким получится у нас кулич. Сейчас будет шуметь у нас, друзья, этот самый миксер. Снова без миксера долго надо будет замешивать. Ну, минут 5, наверное, будем. Да. И получается, что немножко выключишь потом после миксера. Ну, громко шумит. Не все сразу, конечно, целиком, понемногу. Теперь взбивая, буду вливать масло растительное. Добавляем творог. 2 приема. Это уже вторая часть творога. Вот у нас, как уже Маша говорила, что у нас 2 вида творога было. Там зернистый и просто вот в пачках, которые. Миксером закончили месить? Здесь у меня сода, соль, ванилин, куркума и кардамон. Это я все сюда добавляю. Кардамон для аромата, наверное, да? Да. И куркума немножко такое. Для цвета. Ну, я немножечко. Потом добавляем муку, половину. Так, сюда же разрыхлитель. А вот интересно, вот сода и разрыхлитель мне интересно показалось одновременно. Чтобы, наверное, лучше, пышнее, наверное, получилось, да? Да. Так, размешиваем. А, это получается 2 приема муки, да? Да. Всю муку не сразу, а 2 приема. Ну, у всех мука разная. Я советую, вот кроме нормы, что написано, смотреть еще, чтобы тесто получилось вот какое оно должно быть. Густоватое такое тесто. Некоторая мука некоторых сортов не очень-то
густеет. Я прав, Маша, или нет? Да. Не густеет, а она как бы кизерный, скучный. Ну, жидкое, тесто жидкое, Размешиваясь, да? размешивая, и становится жидким. Ну, это от муки, наверное. Особенно, когда еще хлеб пекут, да? Вроде бы нормально, хлеб поднимается, а потом обратно жидкой становится. Ну вот, просто нам нравятся вот именно творожные куличи, которые с творогом, из творога. Ну, творожные куличи и творожные куличи, как правильно ударение. Но вот они нам больше нравятся. И если вот в прошлые годы там с магазина тоже покупаем, всегда берем творожные и творожные куличи. Так, они вкуснее почему-то. Чуть-чуть они дороже, правда, но они вкуснее. Так, сюда добавляю я изюм. У меня он промыла, высушила. И размешиваю сюда. Добавляю оставшуюся муку. Ну, сейчас посмотрим по густоте, как у нас получится. Ну, я думаю, у Маши все прекрасно получится. Потом как вот это тесто замесим, и можно уже включать духовку, чтобы грелась. Вот только не знаю температуру, ничего я не знаю. Вот Маша обязательно Можно скажет сразу потом. же включить тогда. 180 градусов. Все по классике. Так, что у нас с тестом? Ну, такое довольно так сухое. Наверное, сюда уже муки не надо, да, Маша? Или добавишь еще уже норму, что там было, да? Я еще не размешала полностью. Угу. Это уже не оставлю полностью. Всё. Ну вот. Теперь будем это класть в форму. У нас там бумажные формы, друзья. Сейчас смажем маслом растительным и будем наполнять их. Вот такие, друзья, две формочки. Бумажные формочки. Разовые, одноразовые. Сейчас смажем. Это где-то, наверное, примерно на кулич. Где-то на 300 грамм кулич. Если я не ошибаюсь. Тут полкилошные куличи побольше. Если я не ошибаюсь, Маша, так правильно я говорю, да? Это, наверное, где-то грамм на 300 куличи. Ну и второе тоже так же. Ну вот, а теперь выкладываем сюда форму. Я только сегодня снимаю, я ничего тут в этом не соображаю, в этой выпечке. Картошка вот понимаю, рыбы понимаю, мясо более-менее понимаю. А вот в этих штучках Все, нет. выравниваем форму. У меня просто раньше, что мама, что, я не знаю, бабушка, Машина, она тоже эти куличи не пекла. Ну, у нас нет такой вот традиции. Эта традиция появилась уже во время, после исчезания СССР. Начали вот эти куличи активно. Ну, выпечку простую у нас пекут. Шанги, там всякие колобки, другие там рыбники, еще любую выпечку. Пирожки. Еду вкусную делают. А вот это тоже вкусно. Ну, вот сейчас вот полноценно, так сказать, вошло в жизнь вот это куличи, пасха там творожная. На две формы. Как раз. И как раз тоже и духовка уже наготове.
То есть температура дошла, духовка выключилась и ждет наши куличи. Получились. Так. Ну, немножко больше половины. А, форму имеется. Положила, да, немножко больше половины. Ну, потому что там мало уже осталось и как бы уже полностью уже Ну, здесь тесто распределила. вот на левой стороне примерно половина и есть. Так, кладу я сюда, на противень. И отправляем в духовку на 40 минут. — 40 минут, 180 градусов. Все верно? На 40 минут 180 градусов. А сейчас будем делать, красить яйца. Пока у нас будет готовиться Кулич. кулич, мы будем красить яйца. Ну, Маша начала уже там. Вот приготовили мы так, яйцо. Дальше шелуха луковая, марлю, там рис и где-то был листочек, цветочек. Вот так просто обваливаем. Сначала воду, чтобы мокрое яйцо было, чтобы прилипло вот эти порезанные луковая шелуха, чтобы прилипло. Вот. Немножко повозиться без этого никак. Потом заворачиваем вот это яйцо в марлю. Это один способ такой. И вот еще другие способы. Так, это один способ. Потом второй способ сейчас с рисом сделаем. Точно так же. Вот водичка. Потом рис. Также обваливаем вот это в рисе. Рисинки прилипают. Ну и принцип такой же. В марлю туго заворачиваем. Ну, а потом рисунок уже будем показывать, какой получится. Третье яйцо будем класть листик. У нас тут листик есть. Осторожненько листик. Можно даже быть, вот этот стебелек Маша убрала, но можно даже и не убрать этот стебелечек. Листик. И тоже туго завязываем. А нам еще нравятся, друзья, перепелиные яйца. Их не надо красить. Они сами такие, сами с узорами такими, очень красиво выглядят. А теперь у нас вон кастрюля с луковой шелухой. И наши яйца сюда. Все. Добавляем воду и на плитку. И пускай варится. Немножко там Маша еще соль добавила, чтобы, наверное, яйца не трескались, да? Да. Еще, все, ждем. У нас там кулич, и у нас там яйца варятся. Что-то Маша уже все время подошло, сейчас проверит, испеклось или нет. Шпажкой. Да, очень высокий. Так, вот такой, друзья, он поднялся такой.
чуть-чуть, наверное, немножко передержали, конечно. Ну, чуточку всего. Сейчас это все быстренько разукрасим. Ну да, поднялся, будь здоров. Ну и яйца там у нас тоже, друзья, выключили уже. Сейчас шпажской проверим. Ну, вроде бы как испеклись. Нормально, да? Ну, он ведь сейчас будет доходить еще так, в этой форме. Он же горячий. Пусть немножко, наверное, остынет. А мы пока сделаем глазурь. Да, пусть пока это у нас остынет. Ну вот так получились наши крашеные яйца. Вот так выглядит. Вот это с рисом, это с луковой шелухой и с рисом. Это чисто с луковой шелухой, которая мне наиболее нравится. Такой мраморный оттенок. Это листочек. Вот. Вытащили один кулич с формы, вытащили. Он какой, друзья. Немножко сверху треснутый, но ничего. Это значит, он пропекся. Это первый признак, что он пропекся. Вот такая глазурь у нас. Покупная такая, ну-ка покажи мне, что там написано. Глазурь со вкусом ванили. Вот такая пачка. Вот. Пачка. Это полностью уйдет пачка на 2 кулича, да? Сколько грамм-то я уже не могу сказать, сколько грамм-то. Не посмотрел. Ну, вот такая маленькая пачка. А, 50 грамм. 50 грамм, оказывается. Вот. И кипятком Маша разводит. 2 ложечки вон. Кипятка я положила. И я вот так что-то думаю, что сразу на кулич, Маша, и нет. И я правильно думаю или нет? Да. Я уже, когда долго находишься с хозяйкой, как она готовит, уже более-менее тоже в курсе уже. Так. Ну и глазурь прям на кулич такой. Пускай застывает немножко. О. И вот такой. Он горячий еще кулич. Надо было на тарелку. Да. Но ничего, смотрите, как красивый он. Не-не, эти подтеки как раз такую красоту и дают. Кулич он такой и должен быть. Ну, смотрите, какой он красивый. Сразу, наверное, посыпаю бусинками. Пусть так и остывает. Так, еще другого вида такое. Такая посыпочка более яркая, такая красненькая, зелененькая. О. Вот теперь еще нам есть еще красивенько. И глазурь, и посыпка. Все отлично. Супер. Супер. Все. Празднику, Маша, готовы. Так ведь? Да. Кулич готов. Ну, все у нас. Подготовка к Пасхе готова. Кулич испекли, яйца покрасили. Вот только осталось еще Пасху сделать. Но это уже другой раз. Ну, буду делать уже в субботу Пасху. Вот. Так что всех поздравляем с наступающей Пасхой. Всем желаем мира, добра, здоровья. Ну и, конечно, счастья, благополучия. Да, друзья, я тоже присоединяюсь к Машиным словам. Как говорится, мы Пасхой готовы, кулич готов.
Ну, это основное приготовление. Яйца готовы, а потом там уже блюда, как обычно, рыба, мясо, пасхальный стол красивый будет и все такое. Вот. И вот Маша говорит, что еще Пасху будет готовить, именно Пасху. И тоже пожелаем вам достойно встретить, кто вот постует, достойно закончить этот пост, чтобы силы вам хватило на это. И приятно, с радостью встретить Пасху. Вот. Это самый главный праздник в православии. Ну, как говорится, все. Вот такое видео у нас. Готовим куличи и красим яйца. Так и будет видео называться. Ну, у нас Немножко показали, что и как мы делаем. Вот так. кулич готов. Все. Говорим до свидания, друзья. Всем пока. До новых встреч, до новых рассветов. А в Пасху рассвет всегда он такой яркий должен быть, когда солнце выходит. И у нас Пасха называется Покоми Уджид Лун. Это, если дословно переводить, большой день. Уджид это большой, день это лун. И получается Уджид Лун. Вот. И всегда в этот день солнце переливается очень яркими красками. К сожалению, камера не передает вот этих всех перламутров, всякими разными красками в этот день солнце переливается. Сколько ни снимали мы на камеру, все равно камера не берет почему-то. Это что-то, наверное, действительно божественное. И только видно именно человеческим глазом, а не через камеру. Вот. Все. Пока, друзья. Пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.